Всем привет, с вами новостной сайт ТВТ, меня зовут Агаев Тамерлан. Наверное, ни для кого не секрет, что сейчас очень большая проблема у нас с бездомными бродячими собаками. Например, совсем недавно у нас в городе Якутске до смерти была загрызана женщина стаей собак. Или же в Тверской области на днях мальчика также убили собаки. И сегодня в этом видео мы попытаемся разобраться, есть ли вообще решение в данной проблеме. Это видео будет состоять из двух частей, так что подписывайтесь на наш канал, оставляйте свое мнение в комментариях и погнали! Сегодня мы приехали в пункт передержки бездомных животных города Якутска, чтобы узнать, как сейчас у них обстоят дела. В общем, пойдемте. Здравствуйте, Екатерина, еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотели бы узнать, какие проблемы есть на сегодняшний день в пункте передержки бездомных животных? Ну, на сегодняшний день пока проблем нет. Все проблемы решены своими силами, общими усилиями с волонтерами, с помощью. Как бы таковых проблем не имеется. То есть места мало. С едой, с лекарствами у вас все хватает? Нет, все в наличии есть. Все есть в наличии, ага. Пока что да. Сколько в данное время собак здесь находится? 1000 с небольшим. Каждый день цифра меняется, потому что помогают очень хорошо волонтеры с пристройством. То есть каждый день в среднем уходит до 10 где-то собак. Это очень много. Ну, нет, это мало. Это мало, а бывало и больше получается, да? Да, иногда у нас в день прямо бывает наплыв на выходных. Почему-то приезжают с Улусов, там Га, Чурапча, Намцы. Такое ощущение, что там вообще нет собак, что ли. Приезжают и берут зачастую даже по нескольку собак. Мы сюда приезжали в 2020 году, их здесь было 400 штук. Ага, и не было столько будок. Вот тут очень много этих будок стало, да, и вообще с чем это связано, то что так резко? Ну, это не резко, все постепенно. Просто я вижу-то с каждым месяцем, что животное количество растут и растут. Многих не выпустишь. Иногда уже наступают холода, допустим, да, и понятие того, что здесь-то они получают еду, да, будка, сено, хоть что-то маломальски есть, а выпустив их на улицу в мороз, это же совсем уж не гуманно. Через неделю этот голодный холодный пес, да, будет добывать себе еду и также будет проявлять агрессию. А как эта система работает? То есть вы кастрируете их везде, да, и выпускаете обратно на волю или как? Ну, мы кастрируем, стерилизуем, вакцинируем. Целый месяц они сидят, мы их наблюдаем. Если собака не проявляет немотивированную, ну, вообще просто агрессии. К нам-то они, конечно, привыкли уже, ежедневно их кормят и время уделяют, да, пусть по чуть-чуть, по секунде в день, но все равно стараются, пока убираются или что-то. Поэтому видно как бы по собаке, как она проявляет, не проявляет. На улице. Потом через месяц, ну, за это все время мы стараемся, конечно, в первую очередь их пристроить. Может быть, в семью, может быть, куда-то улетят, может, волонтеры заберут. Ну, в общем, здесь проделывается огромная работа. А если собака нормальная, нету агрессии, если она может выжить в той среде на улице сама, то да, по идее, мы ее выпускаем. Но это до ноября месяца. С ноября по февраль, даже по март, в зависимости от температуры, все собаки только входят, но не выходят, выпуска нет. Потому что на улице минусовая температура, очень холодно. Вы, получается, вывезти их в машины и по городу или прямо здесь вывозите? Нет, собаку положено выпустить там, где она отловлена, по закону. То есть вы знаете, где каждая собака? Конечно, у нас же имеется видеофиксация каждой собаки, где она отловлена. Единственное, мы не выпускаем это около садов, около школ. Ну, стараемся немножко поодаль, потому что, ну, там и так проблем хватает. Но все равно стараемся минимум выпустить. Один политик сказал как-то, то, что их надо выпускать, значит, в их среду обитания естественную. Как вы считаете, это правильное высказывание? Ну, то есть улица, получается, помойка. Что значит да, среда вот обитания? тоже Ну, на самом деле.
Здесь, ну, такое двоякое, да. Я бы, конечно, все равно не хотела их выпускать в среду их обитания, вроде бы, где их отловили. Это глупо, взял на помойке, что на помойку вернешь, ну, как-то... Нет, наоборот, хотелось бы, чтобы они содержались у нас до тех пор, пока не найдутся руки, пока не найдется и хозяин, и действительно отправить собаку в семью, это как-то более правильно. А как думаете, как можно вот решить эту проблему раз и навсегда? То есть как-то отдельный остров вы можете какой-то сделать, либо же огромную территорию, ну, вот, как вот аэропорт наш. размером неба. Нет, здесь я много раз об этом говорила, о том, что здесь целый механизм, здесь комплекс работы, которые должны проделать не только я, а вообще все мы вместе взятые. То есть это и правительство, и волонтеры. Ну, волонтеры это и проводят-то, в принципе. Просто у них нет такой масштабности, как, допустим, есть у нашего правительства, у нашей мэрии, скажем так, да, у каких-то чиновников, депутатов и тому подобное. Здесь должен быть комплекс. Здесь должны быть бесплатные стерилизации регулярно. То есть у нас население не каждый готов заплатить, выложить кругленькую сумму за то, чтобы собака их не плодилась, да. И некоторые из-за этого дают собаке родить, а потом эти щенки валяются у нас под воротами, да, потому что стыдно занести, скажем так. Потом в подъезды, потом еще где-то под теплотрассами. И вырастает в итоге дичь, которая не знает людей. И, ну, нехорошие собаки-то, по сути, вырастают. Они же не социальные совсем. Тяжело их, мало того, что тяжело их отловить, так еще и приучить к человеку тяжело. Здесь, получается, вот стерилизация, кастрация должна быть бесплатная. Должна регулярно проводиться акция. Должны быть какие-то... Откройте. Должны быть какие-то постоянно... то есть должны быть плакаты, должны быть видеоролики. Люди постоянно должны это видеть. Эту гуманность, то, что надо делать. Огромные штрафы должны быть за этот самовыгул. Потому что, ну, на самом деле, пополняет всю эту улицу, это домашние собаки же. Не нужна, нечем кормить, выкинули. То есть уезжаем, аллергия, меняем место жительства, выкинули. Люди не хотят нести ответственность. Случай был, мужчина приехал вечером уже. Я, говорит, вам собак привез. Каких собак? 2 маламутов взрослых. Отличные псы на самом деле. Я говорю, а почему вы их привезли-то мне? Ну, я, говорит, уезжаю на месяц, а мои родители не хотят за ними следить. Я говорю, ну... Не наши проблемы. Как бы, я говорю, вы понимаете, что собаки-то ваши. Почему вы ответственность не берете на себя? Почему ее перекладываете на кого-то? Я говорю, если вы ответственный хозяин, возьмите тогда... Я уже просто напролом пошла. Возьмите тогда, отвезите их в клинику и усыпите. Но если вам не нужны эти собаки, почему должны выкинуть, отдать там в пункт передержки, да, грубо говоря, там, и чтобы они доживали свой век, да, если не пристроятся? Это что, ответственность? Нет, конечно. Он мне говорит, ну, вы что, я уже туда съездил. 4500 за одну собаку попросили. Я говорю, а привезти мне, скинуть бесплатно, это нормально, по-вашему? То есть, понимаете, да, нашу людскую логику, вообще нашего населения. Это, чтобы это переломить и перебороть, это на каждом углу, чуть ли не с утюга, должно звенеть это постоянно. Должны быть штрафные санкции, должно, прямо вот эта пропаганда должна идти регулярно. А не так, что когда что-то случается, и тогда вот все гремит. Нет, каждый день это должны люди видеть. Мы разместили ролик, ну, в частности, фонд в Тоймада ТРК. Целый месяц он там крутился, ролик очень хороший. И у нас после этого ролика прямо, ну, повально пошли люди. Оказывается, многие даже не знали, что мы существуем. Вроде как бы такое место, да, громкое. А оказалось, нет. Вот правда нет. И я несколько раз наблюдала эту картину там. То есть дети родителей останавливают, задерживаются около экрана. А родителям приходится просто стоять и ждать, пока ребенок досмотрит. Ну, хочешь не хочешь, они смотрят же все равно. Ну, вот это должно быть постоянно, я считаю. Как-то на каких-то льготных основах, потому что, ну, для нас это очень дорого вышло, непосильно. Это за месяц мы отдали за этот ролик 36 тысяч. Ну, лучше мы их куда-нибудь пополезнее потратим. А сколько в год выделяется? Вот? За прошлый год изначально было выделено 20 миллионов 500. Мы их освоили, если не ошибаюсь, по-моему, в сентябре. А собак очень большое количество было отловлено, естественно, проделаны все манипуляции с ними, и, естественно, деньги были освоены намного раньше. Но
Так бы на год, конечно, их хватило, если бы не было каких-то усилений, потому что это за месяц очень масштабы увеличиваются прямо на глазах. Потом добавили еще 200, и потом добавили еще 5 миллионов. В общей сложности, да, около 28. Сейчас говорят, освоено 28 миллионов. На самом деле освоено 22, потому что последние 5 миллионов мы не получали. На сегодняшний день оплаты никакой не было, поэтому я не могу говорить, что мы их освоили. Мы даже не знаем, А где получим они мы их. застряли, эти деньги? Не знаю, никто же не говорит. Где-то там, где-то там. У кого-то в кармане, да? Нет, я не говорю, они остались в бюджете, их там вернули какие-то махинации с этими. То есть, да, У кого-то машина новая появилась, да? не знаю, дай бог, конечно, нет. Всякие, конечно, доводы сейчас будут говорить. Ну, пока не знаю, не могу говорить, но факт в том, что на сегодняшний день мы этих денег не получали. Поэтому я считаю, говорить о том, что мы освоили 28 миллионов, это преждевременно, во-первых. И освоенные деньги, это когда они упадут на счет фонда. На сегодняшний день этого нет. С каждым годом эта сумма растет, да? Ну да, она растет, потому что, ну вот в начале года 2500 было выделено, естественно, мы их освоили. Вроде бы и не спеша, получилось, что Да, очень В рано. прошлом году, 19-й год, получается. 19-й год мы еще не работали. 20-й год, мы с 20-го года начали. 20-й год прошел. В 20-м году тоже была 20 с чем-то, не помню, были торги, был второй игрок, и на минус 32% цену пришлось опустить для того, чтобы выиграть торги. И в итоге там мы взяли 14 миллионов с чем-то. Ну, около 15. То есть в 2 раза больше денег там понадобилось. Ну, там, ну, что такое торги же, вы знаете. Ага. То есть там были сэкономлены 9 миллионов, которые, естественно, вернулись в бюджет, потому что они сэкономлены на торгах. По факту не деньги уменьшились, а сумма услуг. Мгм. То есть если мы обычная цена 565 рублей стерилизации, то в 2020 году мы, по-моему, за 300 с чем-то стерилизовали. Оплата была. Конечно, это смешно и даже в голове где-то не укладывается. Ну, ничего, стараемся потихоньку. Медикаменты, все это приходит под заказ с других городов, как-то, ну, более рационально поступить, и сразу разом на целый год заказываем, и уже как бы не болит голова об этом. То же самое и с кармами. Так, а у нас сейчас новый пункт поддержки животных есть, да, бездомных животных, Мгм. который на автодорожке находится. И оттуда будут сюда свозиться собаки, как я читал вот сегодня утром. Они будут свозиться, и где они будут находиться здесь. И так все заполнено. Пока не знаю. И как-то расширяться вы Не будете. могу. Ну, Тут я очень много, тут территории же свободно. Ну, есть, конечно, но постройка это так-то для нас это будет существенные потери. Вот в чем дело. Перед Новым годом мы уже построили вот дополнительные вольеры на 200 мест. И, грубо говоря, нам это обошлось 430 тысяч. И потом, когда мы еще к тому же не получили финансирование в конце года, вот представьте, что это было. Это было минусом. Ну, проблемы, конечно, я на сегодняшний день уже все решила, поэтому не столь это важно, но просто на тот момент это была потеря уже, допустим, для нас. Естественно, я лучше бы купила корма и что-то еще, чтобы не болела голова о том, что завтра их будет нечем кормить. Там сейчас около 400 собак вроде бы есть. Где? 300-400. Ну, в том пункте. На автодорожном? Да. Я там не была, он ко мне не относится, поэтому... Их сюда привезут в следующем месяце, по-моему, что ли уже. Их Но- Привезут, и что с ними будут делать здесь? Вот, привезли вот сюда, вот, вывалили. Ну нет, так привезли и вывалили не получится, потому что, во-первых, для них нужны места, я не могу просто принять собак просто так, хоть как. Если у меня есть какие-то места, вот 1000 мест, в рамках этих 1000 мест я и буду принимать животных. Свыше нет. И так на сегодня мы строим дополнительный вольер, потому что 1000 мест они вроде есть, но скученность не уменьшается, поэтому нам надо их рассаживать и разряжать эти полные вольеры. Поэтому было принято добавить еще один вольер. И вот на сегодняшний день он уже строится. Как бы. Дай бог, там завтра, послезавтра они уже его закончат. А что думаете по поводу вот, данного инцидента, когда собаки убили человека? Ваше мнение, как это вообще могло случиться? Ну, мнение это, конечно, печальное. Так вообще, по сути, не должно быть. Ну, кто в этом виноват еще самое главное? Ну, я не могу судить, кто в этом виноват. По сути, я и свою вину где-то ощущаю, что где-то не доработали, и где-то и ловцы мои понимают, что мы делали все возможное. То есть мы и ночью дежурили, и в 4 утра приезжали.
ловили там потихоньку этих собак, потому что они действительно невозможно, ну, реально невозможно было их поймать. Поэтому, ну, работали мы там усиленно. Мы вообще там работали уже с сентября месяца, потихоньку. То есть мы вечерами приезжали, ну, так, набегами, чтобы дабы как-то поймать ситуацию эту всю. Потом, когда поняли, что днем это бесполезно, вечером бесполезно, мы начали приезжать к 4 утра. И вот в этот момент у нас уже получалась какая-то плодотворная ловля. 1-2 собаки мы каждый день выдергивали. Ну, насенники их всего 6 там было. А мы оттуда отловили очень много собак. То есть это явно не сенники, это мимо проходящие, пробегающие, часть причем были забраны владельцами. Большинство собак попало, которые просто мимо проходили, скажем так, до какой-то кормовой базы и помойки. Ну и этих тоже изловили, но ситуация на самом деле трагичная, так не должно-то быть вообще на чаше весов тут человеческая жизнь, собачья, да. Мы вроде бы как бы их и любим, и стараемся социализировать, да, тут такая вот ситуация. Но мое мнение остается все равно прежним, что далеко это не эта стая, я об этом очень много раз говорила, потому что они на сегодняшний день находятся у меня здесь, и мы их ежедневно наблюдаем, следим за ними. Это те собаки, которые, мягко говоря, не будут гадить свой огород. Они очень долго там жили, и я все понимаю, да, там территория их и что-то как-то, но они до такой степени бы не докатились, потому что они там живут. Их там еще и прикармливают, подкармливают, поэтому какой смысл это делать? И более вероятно, что стая, которая напала, ну, думаю, состоит 50 на 50. 50 это хозяйские, 50 это бездомыши. Это, ну, прямо коктейль А такой. вообще это нормально, то, что собаки вот стаями бегают? Раньше такого же не было. Не видел. Ну, у них вообще стайные инстинкты, они все равно сбиваются в стаю в любом случае. Если еще среди них есть сукотечные, то тем более же. Это 100% будет. Так, раньше их, значит, отстреливали и усыпляли. Как Да, думаете, раньше можно ли опять начать это делать? безвозвратный отлов существовал. Ну, нет, нельзя, во-первых, это запрещает закон, это раз, а Готов второе... узаконить это все. Потому что, ну, представьте, да, если бы в семью, я не скажу, что, допустим, тетя Лена, да, какая-нибудь, в ее семью пришло такое горе, да, собака разодрала, ну, ее мама, например, да, что эта Лена будет делать? Она, Да, я наверное, согласна, достанет, это- наверное, ружье и пойдет стрелять в этих собак, и... Ну, да, конечно, тем Да, более это- у них же не разбираются, да, кто виноват, это у них коллективное наказание. Кто попал, тот и виноват, неважно, домашний или уличный пес. Животные на самом деле умные, очень умные, умнее людей, многих причем, честно. Иной раз смотришь на собаку, она на этом перекрестке стоит и ждет этот светофор. А люди бегут с авоськами, падают, тут же что-то. Это вот наглядно. А он сидит, ждет. А если не может, то к ноге пристроился и пошел быстро с человеком. Поэтому ну, собаки хорошие на самом деле. К ним просто относиться надо хорошо, кормить. Тогда они что-нибудь. Ей злой-то из-за чего быть? За то, что голодные. Голодная, обиженная, у нас же как? Пнут, бросят, кинут. Поэтому вот оно и получается. Еще в основном-то агрессию кто проявляет? Бывшие домашние, которые просто выкинуты, преданные. Вот он жил, там спал, скажем так, да, в постелях, где-то ел теплую, хорошую еду, косточки, мяско и тому подобное, а потом в один день его взяли и выкинули. Что он будет радоваться всем людям? Да нет, конечно. Будет обижен и будет помнить это. У них же память очень хорошая, кстати. Злятся, обижаются, наверное, вот и ходят. Потом скалятся на всех подряд, может, пытаются отомстить. Найти своего хозяина, погрызть его ногу. А помнишь, ты меня выкинул полгода назад? Ну, на самом деле, да, вот оно и смешно, а с другой стороны, совсем очень грустно. Люди у нас очень безответственно к этому относятся, и доказывает-то по большей степени это очень много, как в отлов попадают домашние хозяйские собаки, да. Их приезжают, забирают, а потом повторно, а потом в 3-й раз, и круговорот вот этот. А многие пригороды просто говорят о том, что а зачем вы к нам едете, у нас же не город. У нас тут так принято, чтобы собаки были на вольно. Да, на самовыгуль. А то, что рядом жители жалуются, это мало их волнует.
моя собака никого не тронет. Ну, да пусть она, это вы знаете, что она никого не тронет. Собственно говоря, да, вот другие люди-то не знают.